Иногда человек рождается в сердце природы, и природа навсегда остается в его сердце. Такен Алимкулов – один из тех писателей, кто умел слушать голос земли, понимать животных, чувствовать боль живого. Он родился в 1918 году в кочевом ауле Баба-Ата на юге Казахстана. Его детство прошло в бескрайних просторах Созака, где каждое утро начиналось с дыхания ветра и звона копыт. С 14 лет работа в колхозе, затем газеты, литературный институт, но сердце его всегда оставалось там, в степи. Он писал о человеке, но всегда в зеркале природы. «Белый конь», «Серый ястреб», «Черногривая волчица» – эти книги не просто истории, это притчи о справедливости, о расплате, о сочувствии и нравственном выборе. Животные в его рассказах страдают, любят, мстят. Они – зеркало человеческих поступков. В «Белом коне» конь – это символ трагедии. Купленный за Колым, он несет беду не по своей вине. В рассказе «Черногривая волчица» боль матери зверя, которая теряет своих детенышей из-за людской жестокости и отвечает так, как может только природа. Это не просто зоологические мотивы, это философия. Природа у Алимкулова живая, дышащая, мстящая и прощающая. В его произведениях степь не была фоном, она действующее лицо. Алимкулов умел рассказывать так, будто сама земля подсказывала ему слова. Его герои – люди с музыкальной душой, которые умеют слышать ветер, понимать птиц, уважать волка. Его книги – это напоминание: природа не декорация, она наш учитель. Сегодня его книги вновь звучат в голосах читателей всей страны. Акция «Одна страна, одна книга» выбрала его неспроста. Такен Алимкулов учил нас самому главному – беречь живое.